Слово для выступления предоставляется представителю Верховного суда Сапьяновой Маргарите Насаркановне. Верховный суд Кыргызской Республики по ходатайству Душенбековой о проверке соответствия частей 1-3 статьи 145, части 1 статьи 153 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, некоторым нормам, отдельным нормам Конституции Кыргызской Республики сообщает следующее. В международных правовых актах закреплены стандарты надлежащего судопроизводства, где гарантия независимости судебной системы является важной составляющей. Принцип независимости судей отражены во многих международных соглашениях и документах. Я, наверное, сокращу, да? Да. Потому что наша позиция в письменном виде предоставлена. Я хотела бы остановиться. Вы можете своими словами сказать основные позиции, которые... Вот. Хорошо, спасибо. Согласно статье 95 Конституции Кыргызской Республики, судья обладает правом неприкосновенности, не может быть задержан или заключен под стражей, подвергнут обыску или личному досмотру, кроме случаев, когда он был застигнут на месте совершения преступления. Также неприкосновенность судьи, она закреплена в Конституционном законе Кыргызской Республики о статусе судей Кыргызской Республики. И, следовательно, неприкосновенность судей используется как гарантия их независимости. Однако гарантированная Конституцией и законами Кыргызской Республики неприкосновенность судей подвергается сомнению ввиду отдельных нормативных положений уголовно-процессуального законодательства. Так, согласно статье 153 Уголовно-процессуального кодекса, следователь, прокурор безотлагательно с момента получения повода к началу досудебного производства обязаны начать доследственную проверку. В силу части 2 статьи 494 УПК порядок досудебного производства в отношении судей устанавливается УПК КР в общем порядке, поскольку в главе 56 УПК, регламентирующей особенности уголовного судопроизводства в отношении отдельных категорий лиц, не предусмотрена особая процедура привлечения судей к уголовной ответственности. Соответственно, следователю, прежде чем внести генеральному прокурору ходатайство о привлечении судей к уголовной ответственности материала уголовного дела, необходимо произвести доследственную проверку в виде мер, предусмотренных статьей 153 Уголовно-процессуального кодекса. Неоднозначность нормативных положений, установленных в уголовно-процессуальном законодательстве, и несоответствие их с конституционными гарантиями неприкосновенности судей порождает неопределенность, которая, в свою очередь, приводит к трудностям в правовом регулировании. При этом важно отметить, что все меры, которые умаляют реализацию конституционных гарантий, должны пресекаться и не допускаться. Подобное положение невозможности снижения или отмены гарантий независимости судей закреплено в статье 15 Конституционного закона Кыргызской Республики о статусе судей Кыргызской Республики. Всемирная хартия судьи также устанавливает, что гражданские процессы в тех странах, где они разрешены, уголовные процессы, в том числе арест в отношении судей, допускается только в том случае, если не будет поставлена под сомнение их независимость. И международные стандарты независимости судей также указывают на возможность привлечения судей к ответственности, однако такой механизм должен быть подробно регламентирован. И механизм привлечения судей к ответственности достаточно важен для обеспечения гарантии их неприкосновенности. Если необходимость в неприкосновенности судей признана, она должна быть обеспечена при любых условиях. На основании вышеизложенного, ввиду того, что в уголовно-процессуальном законодательстве порядок привлечения судей к ответственности регламентирован без учета особенностей уголовного судопроизводства в отношении отдельных категорий лиц, Верховный суд усматривает неопределенность в рассматриваемых нормах.